Если мы хотим, чтобы наш общественный организм жил и развивался, мы должны научиться преодолевать эти кризисы. Мы должны стараться сделать так, чтобы неизбежные конфликты в общественных группах приносили нам новое качество, двигали нас вперед, а не отбрасывали на десятилетия в прошлое, ставя под вопрос сам суверенитет страны. Именно поэтому мы не раз говорили, что нам нужна эффективная оппозиция. Но мы также неоднократно говорили, что нам нужна и эффективная власть. Две части общества, которые будут вести спор, пусть даже жесткий спор, по поводу путей развития страны, экономических концепциях, а не вместе во власти и доступе к ресурсам. Те страны, которые используют первую политическую технологию, выходят из кризиса обновленными, а те, кто вторую, не выходят вообще, обрекая свой народ на нищенское и зависимое существование. Думаю, сегодня нам всем, обществу, власти, оппозиции, пора сделать правильный выбор. Мы живем не в изолированном мире, и любая угроза нестабильности, если только она не вызвана антигосударственной деятельностью, может и будет использована как давление на вас. Вчера то, что произошло, это, откровенно говоря, очень серьезная и непоправимая ситуация. Нам придется выравнивать ее не один день. Нас за последнее время воспринимали как государство, как страну, которая стала наращивать свой собственный потенциал. Мы самим себе доказали, что у нас есть ресурсы, что мы можем жить самостоятельно, что мы можем зарабатывать. Но некоторым друзьям это не нравится. Хотят старых порядков, хотят всего того, что было еще вчера. Меня возмущает, и этому будет дана не просто оценка, а будут даны адекватные суждения всему этому. Референдум будет. Я еще раз повторяю, если вы все здесь стоящие и вся остальная наша масса людей, наше население, наш народ примет решение уйти Хаджимба в отставку, я приму ее. Но если этого не будет, я буду до конца бороться со всеми этими негативами, которые есть в нашем государстве.